Герой нашего выпуска прошел сложный боевой путь. Отличился на всех участках войны, где только довелось побывать. Огромные трудности, которые ему приходилось преодолевать, еще больше закалили характер. Но что не может не удивлять, наш герой нисколько не очерствел душой, не озлобился. Напротив, стал еще более человечным, добрым и отзывчивым. Ветеран Великой Отечественной войны Мухарбек Келигов ушел из жизни в 2003 году, оставив у всех, кто его знал, светлые воспоминания, став достойным образцом не только для родных, близких, но и для тех, кто начинает свой жизненный путь. Как и многие свои сверстники, Мухарбек с детства грезил армией. Он буквально уговорил приемную комиссию, и, несмотря на недостаточный возраст, его отправили на службу. Келигов Мухарбек Успеевич родился в 1919 году в селении Кантышево. В 1939 году, после начала Второй мировой войны, его старшего брата призывают на срочную службу. И он вместе с ним добровольцем уходит в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Армия будет, она причуден var. Шестакой яхаж var, военником, о яхт Чуди хана растор батайский реданг душен тадахтер. Хала буня Ахмади соя. Тадахтер. Юго ди хана заявление, yani советский адл дали. Здесь советский адл закон дали. Союз вахит я нах заявление дейта армию. Совар сути барış бахар. Мухарбек Келигов был направлен на Дальний Восток. Вначале он попал в военно-строительный отряд. Непростая обстановка на Дальнем Востоке приводила к необходимости укрепления границы. Огромное внимание уделялось как разведке, так и охране границы. Для этого тщательно отбирали наиболее способных. В начале войны Мухарбек был направлен в конную артиллерию в город Благовещенск. Его направляют для службы на Дальний Восток охранять границу с Японией по реке Амур. И, будучи на боевом посту, он отличился, задержав диверсанта, который пытался отравить воду. За этот поступок, проявление внимательности и бдительности как пограничника, ему была объявлена благодарность. Город Благовещенский отправить на кавалерию. Кавалерия город, отправить здесь фордут. هنا الحدي هنا وقص صنوف بيدي هنا حازدير حيواسير لا كيما الحال حيواسير المتيه تقول يعني وغا نبلو ذات دير وصهات أستاذ الجوك فورد داها بيئة قرد بغوشيسكي الدهر كتاي دوزونتي فين فوزونتي دوز دي لامب ييش نبلو ذات دير وصهات شلت لامب ييش ها ديون لامب ميش حسلك ايش اللي حسلك ودلاس حسل والله ها تخبص لقات اس جبري وستان بين حتى يخدع ولا ديشا خطل يشتا ديشا تاع ذاقلا هم بعد تجيها ديشا دي طعم ديشين ديبه حدي هنا رزق جات ديشتو فاستنوف دي هنا حقل يعني شتو شي ودلادش ياها حشويالر شبيون إذ حتولج هذه هذا تديتنش آخر لآخر بيك اشتيبي مو ضحر ضاقسن أخوكات شد أدخلت إذ غيرتش أدخلتش دا العقل التي هم أيها وشيش أدخلتش كل جزاش كان يستيقظن أكتمات حياقات شد أقول يا دام تفتش ولا دام تفتش وش تفتش وقت تلقى وزوجها ولا هاي هات شد أيوه هذا شدها
Гарнизонный хальчуги. Sen de oraya tayar. Ya da sen diyorlar okçu erç. Söz at kuzular. Da kutu tuğa. Bu город Боговешенский озар аудиш at udiş hat başlı yertik. Vadaladisi o hiçbir yertik химиялış. Açışıklar. Çokça dar tutas yani приказ хант. На боби. Когда немецкие войска в конце сентября 1941 года начали наступление на Москву, советское командование стало сосредотачивать здесь силы для обороны. Были оттянуты и некоторые части с Дальнего Востока. После начала Великой Отечественной войны он несколько раз подавал прошение о переводе его на фронт. И его просьбы были удовлетворены, и он в группе 10 человек был направлен для обороны Москвы. В те дни немцы уже вплотную подошли к столице советского государства и уже через бинокль могли видеть Кремль. И его направили для службы в разведке. В течение нескольких месяцев он участвовал в операциях, разведывательных операциях по захвату важных военнопленных. Под Москве отправить для прибытия Москвы это гванушон. Тадиша раски вархаван. Чуаски шун да вахакулахам шо. Ну опыт нукездох ярсук. Чута отдел халхаш садор тотая прийти вал, трэшити вал, блин вал. Затем случилось очень тяжелое ранение в голову, из-за которого он очень долгое время провел в госпитале в городе Куйбышеве. Как только Мухарбек оправился от ранения, он сразу же вернулся на фронт. Продолжил службу в составе 491-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии. После возвращения на фронт он участвовал в оборонительных и наступательных боях по Ленинградскому и Прибалтийскому направлениях. Ему повезло то, что его командиром был дважды Герой Советского Союза подполковник Колесников, который проникся уважением и добротой к нашему земляку и всячески поддерживал его в трудные минуты. Под его командованием он несколько раз отличился и получил благодарность. Первый раз это было, когда его при наступлении немцев ранили в обе ноги, но он не растерялся и, проникнув в тыл врага, выкрал у них несколько десятков лошадей. И второй раз, когда они наткнулись на группу мотоциклистов, немецких мотоциклистов, и он, проявив чудеса отваги и мужества, расстрелял их и лично вынес из поля боя подполковника Колесникова. Мухарбек всегда находился на передовой, в самом эпицентре военных действий. Не раз был ранен. Нашему герою повезло с командиром, который ценил его редкие человеческие качества – мужество, самоотверженность и старался, чтобы заслуги были отмечены. У Мухарбека множество наград. У него очень много благодарностей и наград со стороны руководства Советского Союза. Среди них можно отметить 2 ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды и многие памятные награды. Боевой опыт Мухарбека и его способности привели к тому, что он не был демобилизован в связи с депортацией ингушей в феврале 1944 года. Наш герой даже не знал о том, что его родные в ссылке. Его оставили на фронте. Узнал Мухарбек о депортации своего народа только когда был направлен в Можайск для обучения новобранцев. У Керигова Мухарбека Успеевича был очень сложный боевой путь. Он был много раз ранен, но всегда возвращался в бой и дошел до победного конца. После победы над Германией его направили обучать курсантов, и он только по пути в город Можайск узнал то, что наш народ был депортирован в Среднюю Азию. Во время этой войны здесь как депортация пошла, он об этом вообще рассказывал, только плакал, он не мог эмоцию свою выдержать, только от этой боли
Но все равно он ни на что, несмотря, не бросил, ни фронт не бросил, ничто не бросил. Несмотря на все перенесенные невзгоды, Мухарбек нисколько не замкнулся в себе. Он был открыт для всех и каждого. Вот с ним, когда сидишь, думаешь, он младше меня. Он и со старшими, и он и с младшими, со всеми общался он. Ну, мужественный человек был. Воевать воевал до конца. Брат его Махи звали. Они вместе прозывались, его нету, без вести пропал. Нашего героя отличало повышенное чувство ответственности. На редкость отзывчивый, он готов был помочь всем, кто хоть сколько в этом нуждался. Когда у нас будет свадьба или похорон, он 3 дня и 3 ночи домой не приходил, пока там все не пройдет. Он самый старший был в фамилии. Как младший он был. Мы даже стеснялись, что он делает. Я не буду это делать. А он не стеснялся. Все, пока похорон не пройдет, свадьба не пройдет. Как молодой он был. Старался, чтобы всех угодить, чтобы все дело пошло по нормам, все хорошо. Он никогда не считал себя старшим, там, чтобы ему кто-то подорожал, или кто-то ему там, его считал, что он герой такой. Он все время был таким открытой душой он был. Он уважал всех стариков, уважал детей, уважал женщин, уважал. Казалось бы, трудности, пережитые в армии и на фронте, должны были отразиться негативно на отношении Мухарбека к военной службе. Но, напротив, он считал военную подготовку необходимой для каждого мужчины. Он всем вот нашим фамилиям, молодым, рассказывал: будьте молодцами. Я воевал, не боялся ничего, ни пули, ничего не боялся. И вы должны так мужественно в армию пойди. Там хорошего все учат, мужественно учат. Будете дома сидеть возле печки, с вас человек не будет. Вы должны перед людьми воевать, работать. Он со всеми общался, конечно, с молодыми, со старшими. Не давал, что сам вид старший. Молодец был Мухарбек. Он всегда рассказывал, что когда он отправился на войну, отправлялся, его никто не наставлял. Его брата, его старший брат был еще. Они вдвоем добровольно ушли, и как они вместе не были. Ушли, но на войне они не вместе были. Но он всякие трудности, которые рассказывал, он ни о чем не жалел. Он даже гордился тем, что он попал на эту войну, то, что он сам, что он видел, то, что он никогда не забудет. Но он все время говорил об этом младшим, нам и младшим, и старшим, что надо защищать Родину душой, гордостью. Вот так он рассказывал. После возвращения домой Мухарбек женился. У него большая семья, множество внуков. Впрочем, по-отечески Мухарбек относился ко всем многочисленным родным. У нас в семье 10 человек, 3 сестер, 7 братьев было. После военного времени, он когда мы появились на свет, он был начальником охраны в колхозных полях там всюду. Все время он был там с начальником охраны работал. Дома он был, как и все, отец. У нас деды не нянчились с детьми, он строгий был очень. Человек честен, только он может быть человеком, он говорил. У нас мы ни в чем не нуждались. Единственная жесткость у него, очень жесткий был. Он не для нас только отец, он всем сыновьям, братьев, всем, он для них тоже был отцом. Вот сейчас я его представляю, был он очень добрый, мужественный, боевой. Всем, кто у нас в этой фамилии, кто его знает, всем каждому не так угодишь, как хотите. Но я знаю, что он добра только желал всем. Добра, и он что мог помочь. Нет, у него есть свое, у него возьмет, у другого возьмет. Помочь он в любое время готов был. Вот таким я его помню.
До конца своей жизни Мухарбек оставался порядочным и честным со всеми. Этому он учил и своих детей, родных и близких. Человек чести, он может быть только человеком, он говорил. Никогда не обманывайте никому. Если один раз обманешь, захочешь еще раз обмануть. Человек без чести, он не человек, говорил. Свое не отдавать, чужие не берите, говорил. Внешне, без преувеличения, воинственный, готовый в любую секунду дать отпор, где-то взрывной, наш герой все же был сторонником мирного решения проблем. Но в то же время Мухарбек понимал, что, к сожалению, приходит момент, когда нужно отстаивать свободу родной земли. Война – это очень тяжелая вещь, он говорил. По мере возможности ни в коем случае нельзя, говорил, такого допускать. Раз уже допустили, надо отстоять свою честь. Он в первую очередь говорил, он не говорил там, я там Келигов, я там это, другой, я ингуш, он говорил. Этим все сказано было, говорит. Потеряю я честь, я потеряю ингушей честь, он говорил. Фотографии, документы и другие вещи Мухарбека Келигова бережно хранятся в семье. Материалы о жизни героя во многом благодаря той же семье сегодня могут увидеть посетители Ингушского государственного музея краеведения в Назрани. Мы можем представить посетителям материалы о судьбе участника Великой Отечественной войны, в том числе это и костюм с медалями и наградами, и папка, в котором есть удостоверения о этих наградах, фотографии личные. Также есть биография и газетные вырезки со статьями о Келигове Мухарбеке Успеевиче. От лица музея хотел бы выразить благодарность родственникам Келигова Мухарбека Успеевича за то, что они передали нам материалы о его судьбе, то, что мы можем представить посетителям его боевые заслуги.